Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Когда же, наконец, в вашей жизни наступит стабильность? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на мой песочек, подумайте о своей жизни, о том, чего желаете, о том, о чем мечтаете. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Когда в моей жизни наступит стабильность? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. Пусть пошлют они мне самую важную, самую нужную и самую интересную информацию для вас. Так, мои милые, давайте будем смотреть. Я уже вижу, что тут стабильность, во-первых, она вам по судьбе, она обязательно в вашей жизни будет. Даже вижу, в какой сфере. Но я сохраню интригу, и начну я снизу. Я так понимаю, низ у нас показана ситуация прошлого и сегодняшнего дня. Очень острая, проблематичная, но у кого-то вообще как будто бы пустыня, выжженная. У многих такая стабильность, хоть волком вой, вроде как бы ничего не происходит, но скука, непонятно что, и нет уверенности, может быть, даже в завтрашнем дне, либо уверенность в том, что завтра будет таким же, как и сегодня, вчера, позавчера и так далее. Очень многие как будто бы устали от жизни. Вот прям усталость от этого песка идет. Устали от жизни, устали бороться, устали соревноваться, устали ждать, устали терпеть. У многих есть ситуация надрыва. Вы не сломлены, но вот как надломлены, момент надлома идет. Вот вы как веточка, вот эта веточка с листочками, лавровыми. И вот вы, вот здесь у вас излом идет, и вниз как будто бы веточка клонится. И очень боится веточка, что пойдет дождь, листики намокнут, и веточка полностью сломается. Знаете, мои милые, у вас такое впечатление, что вы очень много и долго переживаете, даже больше не за себя, а за своих близких, за свою семью, за тех, кто вам дорог, за тех, кого вы любите. У многих ситуация как будто бы прям чуть ли не с детства, куча неприятностей, и в школе вас могли обижать, и уже в взрослом возрасте вас тоже как бы люди обижают. И может быть даже ощущение того, что жизнь ваша, она перекрыто, что-то в вашей жизни перекрыто, вас не пускают, вам не дают. Вы как будто бы в позиции Аленушки, которая выжидает возле окна, сидит и выжидает, когда же какие-то хорошие перемены произойдут в ее жизни. У многих может быть ситуация того, что был брак, причем брак мог быть даже не один, но как бы результата этого брака нет. То есть передо мной человек абсолютно одинокий, и ощущение, что никому не нужный. У вас может быть семья, у вас может быть, еще раз говорю, муж, жена, дети. Но ощущение одиночества очень сильное, которое прям гложет. А у многих прямо, правда, нет ни котенка, ни ребенка. Вообще прям пустота. В жизни пустота. Даже больше скажу, я, возможно, вижу человека, который уже в таком возрасте, зрелом, и как будто бы вообще никого рядом нет. Может быть, 1-2 человека. Как будто бы вы уже себя обрекли на какую-то вечную тоску, на вечное одиночество и на переживания. Знаете, мои милые, зря вы себя, как говорится, заранее хороните. Ваша жизнь, она ведь только начинается. Да, вы пережили очень сложные и тяжелые времена, но вы, тут ключевое слово «пережили». Я вижу, что уже закрыта какая-то ваша клетка, какой-то ваш я не знаю, мучитель, что-то вас мучило, триггер,
это уже закрыто, уже не подпустят к вам, уже не выпустят эту ситуацию. Смотрите, здесь у вас медведь вышел. Медведь хоть и маленький, но это очень хороший знак. Медведь — это вообще очень сильное тотемное животное. Я даже вам такую вещь скажу. Очень распространено, что медведь, он с детства защищает тех, кто должен стать великим. То есть людей, которые, великий доктор, да, вот, который вылечит очень много людей, человек, который станет прекрасным учителем, который обучит большое количество людей, либо человек, который своими какими-то, может быть, талантами, знаниями, умениями поможет огромному количеству людей. Вам мог этот медведь в детстве, например, вы могли бояться медведя, либо вот во снах он мог вам сниться, медведь. И если вы действительно во снах это все видели, если вы с детства боитесь медведей, то вы знаете, что это ваш тотем, это тот дух, который приходил, чтобы за вами присматривать, чтобы вас оберегать, хранить. Но понятно, да, что все мы боимся медведей, и особенно если вот прям с детства, да. Поэтому, мои дорогие, здесь момент того, что этот медведь указывает на то, что вы человек особенный, и что в вашей жизни все идет по какому-то особенному правилу, по какому-то определенному закону. И вы ничего с этим поделать не можете. Но я вижу, что вы, как будто бы уже свое отстрадали. Вот передо мной человек, который смотрит в зеркало и как будто бы не может понять, кто перед ним. Да? Он смотрит на себя в зеркало, но видит в зеркале совершенно другого человека, совершенно другую судьбу и совершенно другую жизнь впереди. Вы понимаете, у вас вот прям как подмена пойдет, да? Ваша скучная, грустная жизнь, в которой ничего хорошего не было, она как будто бы вот перевернется с ног на голову, да, и как будто бы вот на небе радуга, да, и вот эта радуга, если ее перевернуть, она превратится в подкову. Вот и у вас такая подкова в жизни наступит. То есть у вас вот будет большое везение, большая удача и большое развитие, ваше развитие. Причем развитие у вас идет, видите, в голове. Голову вы свою будете развивать. То есть это таланты, это способности, это возможности. Это то, что вам по судьбе, да, было преднаписано, предначертано. Но то, что вы по каким-то причинам в себе блокировали, и то, чему вы не давали путь и дорогу. Наконец-таки эта ситуация выходит, вырывается, из вас вырывается. Смотрите. Здесь у вас с этой стороны змея. То есть вас кто-то, человек мог вас блокировать, и кто-то вас мог зажимать. А кто-то поселил в вас чувство неуверенности, чувство зажатости, даже, может быть, какой-то забитости. Вот кто-то в вашем окружении. Подумайте о своей жизни. Вы должны вспомнить этого человека и понять, кто был тот, кто вас блокировал и ограничивал. Кстати, человек мог и вашей энергетикой питаться, да. Могут даже ваши какие-то таланты, труды присваивать себе. Но я вижу, что сейчас, на сегодняшний день, этот человек, он, вот видите, вот он здесь находится, он уже маленький. То есть особого влияния не имеет. Либо влиял, но, например, вы разошлись, расстались, либо вы повзрослели и уже, например, не позволяете, чтобы на вас так сильно влияли. Здесь у вас нога, видите, как нога, ступня вышла. Эта нога, ступня говорит мне о том, что вам осталось буквально несколько шагов до вашей счастливой жизни. Вот здесь звезда. Все, мои дорогие, будет, все обязательно в вашей жизни исполнится. Так, смотрите, я еще вижу, что, возможно, кто-то мог магичить на вас, кто-то мог, скажем так, перебить ваши дороги. И из-за чужой магии, либо из-за чужой злой воли, вот именно негативной воли, у вас где-то что-то не получалось. Может быть, вот смотрите, здесь у вас закрытые двери были, вы стучали в закрытые двери. Здесь мог кто-то от вас уйти, вас оставить. Тот, на кого надеялись, прям ждали, да, от этого человека, просто стал другим, развернулся и ушел. И еще момент по деньгам. Вот прям такая речка утекает от вас по деньгам. Знаете, вот эти ситуации, они уже себя изживают. Срок, когда же все наступит? Я скажу такую вещь, что у вас изменения первые начнутся через 4 месяца. Через 4 месяца вы начнете понимать, что ваша жизнь, она выходит на какую-то новую орбиту, ваша жизнь становится поспокойнее, поразмереннее, и
у вас полная вот это вот, как штиль, да, спокойная, размеренная, стабильная жизнь начинается, вернее, не начинается, а вы приходите к состоянию счастья, спокойной, стабильной жизни в течение 2 лет. Вот, 2 года. 2 года, да, путь ваш будет идти от малого к большому, да, то есть это не будет мгновенно, что вот включили свет, да, и с завтрашнего дня вы живете очень стабильную, респектабельную жизнь. Нет, так не будет. Это момент будет созидания, собирания камней, да, осознания того, что в вашей жизни происходит, и приход к тому, что у вас все хорошо, вы счастливый человек. Смотрите, здесь вверху у вас прекрасная картина, которая показывает семью. Вы видите, вот семья, да, мама, отец, и здесь ребенок. Видите, вот все очень четко показано. Семья — это не только в прямом смысле, да, значение, вот семья, но и также это о том, что вы ребенок, вы создание неба, вы создание Земли, вы создание Вселенной, да, и создание самого Создателя, да, то есть вы понимаете, вы под защитой высших сил, то есть вас берегут, как мама и папа берегут своего ребенка. Мало того, здесь ребенок, видите, он стоит посрединке, и у него в руках целый факел, да, который освещает ему новый счастливый путь. Здесь очень такой поэтичный, да, рисунок вышел, который имеет 1001 значение, но все они положительные. Как его ни крути, он может говорить о том, что у вас будет счастье в семейной жизни, что вы будете абсолютно счастливым человеком, у вас будет семья, у вас будут дети, внуки. Абсолютно вот классическая картинка, да, когда мать оберегает дитя, а муж оберегает и жену, и свое дитя. Да, то есть как бы все случится так, как вы желаете для своего ребенка, да, для своего дитя. То есть вас, как этого ребенка, будут хранить, оберегать, и вам очень много будет дано. Вы знаете, очень хороший, сильный знак, тоже крайне редко вот как-то встречается. Не знаю, сейчас такое время пошло, время действительно перемен. Может быть, чистки мои где-то сработали, может быть, вы где-то себя действительно вот почистили, освободили от каких-то гадостей и пакостей. Я вижу, что в последнее время очень необычные знаки пошли, которые, ну, прям с таким усилением идут, да. То есть у меня лично, вот когда я обучалась, да, вот эти знаки, они все были как крайне редко встречающиеся, да, вот что-то типа вау. А я вот смотрю, из отсыпки в отсыпку вот такие прекрасные знаки идут. Мои милые, ну, что я хочу сказать, вас счастье ждет впереди, спокойная, стабильная жизнь, все то, к чему вы так долго шли, все то, о чем вы так долго мечтали. То, что было, все останется позади. Я вижу, что у вас достанет силы воли все это обрубить, отрубить и не брать с собой в новую счастливую жизнь. А счастье оно будет, причем оно будет таким вот, знаете, тихим, спокойным и очень теплым. Не обжигающим, не ярким, слепящим, а приятным и очень вот таким, знаете, добрым, ласковым и очень нежным. Это то, что ждет вас впереди. Я понимаю так, что много людей смотрят, и у каждого свое состояние счастья, но в целом вы должны понимать, что вы под полной защитой, и теперь вас будут просто хранить и оберегать как действительно любимое дитя. И Вселенная, и высшие силы, и сам Создатель. Этого я вам и желаю. На этом моя цыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.